Друзья, всем привет! Сегодня у нас 7 августа. И как мы видим, у нас настоящая осенняя погода. Вчера целый день поливал дождь. Сегодня до обеда его не было. Мы решили всей семьей выехать по ягоды. Ромка на машине повез народ на луга. Посмотреть красную смородину, взяли ведра собрать. Ну а я выехал на лодке, чтобы потом переехать на остров. Там есть такие кусточки, кустики такие с красной смородиной, где мы прошлый год собирали. Думаю, перевезу туда, потом обратно, они уедут. Ну а я вечерком займусь рыбалочкой, так как вчера мне позвонил племянник Ромка, говорит, окунь начал клевать. Половили они с другом кан. Ну, естественно, я не могу сидеть дома, когда такое творится. Бесклевие закончилось. Ну, как бы вчера поливал опять целый день дождь с утра до вечера. Может вода опять скакануть, но пока она вроде бы стоит на одном уровне. И так что пробуем. Пробуем. Сейчас немного пройдусь самосплавом. Рыбачить же всегда интереснее, чем ягоды собирать. Они пусть пока собирают, я сейчас подъеду. Ну вот, как я и ожидал, уже поступил звонок. Они сказали, туда, куда я их направил, все кусты смородины уже собраны выборочно, потому что еще красная смородина у нас до конца не дозрела. Часть созрела, часть еще белая. И вот красную уже собрали, осталась одна белая. Прошли вдоль ручья. Тоже там сказали, что уже все собрано. Потому что здесь есть дорога, и у кого есть техника, машина там или мотоцикл, или квадроцикл, они уже поблизости все собирают. Я их отправил до той точки, где их буду забирать на лодке, и поедем на остров. На острове только можно добраться до лодки. На лодке. Блин, зацеп еще. Или на резиновой с берега, или отсюда. Но на машине туда не добраться. По маленькой воде, конечно, можно там и на машине добраться, там или на квадрике. А по большой воде туда только дорога на лодке. И надеюсь, там мы найдем смородину, кусты, которые еще не собрали, и немного пособираем. Так что у меня есть еще минут 5 буквально, пока они до туда доедут. Сейчас обкидаю еще метров 100 по течению. Да, нет. Была еще одна поклевка. Ну, тоже вроде бы окушок, потому что так не сильно. И был сход. Больше поклевок пока не было. Проплыли вон уже метров 300, наверное. 200 точно. И пока тишина. Сильно заглублять блесну боюсь, потому что тут еще внизу везде кусты. Вода где-то вот... Мы сейчас идем где-то вот по краю берега. Вот этот берег должен быть сушей, по идее. Немного от кустов берег отошел, конечно, но этого еще очень мало. Вода должна падать и падать. Но с такими дождями она навряд ли упадет. Так, пока выключаемся до первой поклевки, друзья. Что, поехали? Вот и бригада ух подходит. Долго собираемся? Че ведра пустые до сих пор? А у тебя уже полная? Так у меня вон целый куст вот красной смородины тут. Пока вас ждал, просто за вами пока бегал по всему лугу, блин. Там позвони, тут позвони. Вон. Я уже успел и рыбу наловить. Пару раз кинул, там один окушок уже попался. Сейчас поедем на ту сторону. Че, даже и кустика не нашли? О, я уже то больше собрал. Пока после звонка уже к вам. В принципе, тут смородина есть, но
Как мы видим, она мелковатая. Ну ладно, вот этот куст хотя бы обдерем, вот этот. А там видно будет. С каном намного удобнее. Как кан повесил на шею и собирай. С ведром менее удобно. Все, бригада ух в сборе. Пошло собиралово. А не одной рукой, Ром, вот так вот ведро ложи на землю и двумя руками. Не знаю, дойдем ли сегодня мы до острова, потому что вот нашли опять же кустик. Ягода не сильно крупная, но ее много. Вон. Хороший куст. И решили пока здесь остановиться, собрать ягоду с этого куста. Времени у нас на сбор ягод осталось сколько часа? 3? 2. 2? 2 часа. 2 часа. Так что, может, до острова сегодня не доедем. Пособираем здесь. Звонил Ромка. Они забыли хлеб. Попросил привезти хлеб, но ему надо было звонить чуть пораньше. Ромка, в смысле племяш, который сейчас на рыбалке находится с другом. Клюет, говорит, нормально. Они половили, посолили уже там, довольные. Так что, если все нормально будет, сегодня половим рыбки. А пока пособираем витаминчиков. Зимой это очень даже хорошо, когда морсик со смородинки, да после баньки. Вкусняшка. Ну вот, перебрались мы с материка на остров. И теперь пошли искать кустики нашей красной смородины. Через дебри, через кусты. Я знаю, что на берегу смородина там точно есть. Если до туда мы здесь доберемся. Потому что если ехать в объезд, там сейчас мелко уже. Да и с таким грузом лодка не попрет. А тут мы пешочком доберемся. Так, пока не видим. Пока не видим. Этот остров весной весь уходит под воду. Его затопляет. Да мы походу опоздали. Опоздали походу, говорю. Вон. Дошли до нашего места. И видим, что здесь все уже исхожено. Осталась одна мелочевка. И, видать, те ягоды, которые на тот момент, когда их собирали, были недозрелые. Основная ягода вся собрана. Вон кусты. Остались буквально единицы. Все истоптано, все исхожено. Сей год мы с этим местом немного опоздали. Кто-то был здесь пораньше меня. Кто-то успел. Так, ну ладно. Сейчас немного соберем, пройдемся дальше. Может, где что остались кустики. Нет, здесь смысла нет собирать. Здесь, как говорится, остатки сладкие. Это на крайняк уже. Вот так вон, одни тропы уже кто-то здесь походил, и неплохо. Сейчас вот гляну еще в этих кустах. Немного есть. Ну все, везде следы. Вот оно. Ну что, поднимайтесь сюда. Ну немного пройдемся, хотя бы соберем, что осталось. Тут уже кто-то походил, но местами не все же кусты прошли. Что-то да что-то все равно оставили. Здесь немного, там немного. Смотришь и соберем толпой-то хотя бы полведерочка. Прошлый год было интереснее. С Ромкой сели возле куста и, не отходя от кассы, просто собирали. Сейчас уже не то. Ну вот, зашли в бурелом, где нет тропинок, где не собрано. И вот
более-менее нашли кустики, которые с ягодами. Вот так вот снизу выглядят ягоды красной смородины, когда их еще никто не собирал. Это вот такие вот грозди. Вот такие вот грозди. Вообще красота. Вот она. Вот она, наша северная ягода, красная смородина. Одно удовольствие. Ведро положил, раз, и наполняется вон более-менее быстро. Не то, что там остатки сладкие добирать после кого-то, одну мелочевку. Вон, гроздь за гроздью, собираешь все подряд. Ягода созрела отлично. Будут витаминчики у нас на зиму, мы их замораживаем, потом варим морс. А еще есть способ более кислый такой, это выжимать сок через соковыжималку и потом добавлять кисловато, но зато все витамины остаются свежими. Вон, одно удовольствие собирать те кусты, которых еще не побывала рука человека. Ну как-то вот так, времени осталось нам совсем почти ничего. Ромке надо выезжать в райцентр. Полчасика, может быть, еще где-то пособираем и все. И потом они в деревню, ну а я на рыбалку. Так что пока включаемся по конечному результату, посмотрим, сколько мы в 4 руки, то есть 8 рук, собрали ягод. Получилось у нас ведро, не получилось. У меня вот почти четверть ведра уже есть. Ну что, ягодная гоп-команда? Я-то думал, хоть крышку взяли, нет? Нет, так, кто сколько собрал? Я собрал вот так вот, почти четверть ведра. Это мама собрала? Да. Ну, тоже немножко собрала. Это Рома собрал, да? Полинка, ну-ка. У них вместе. Так, у нас тоже с мамой сейчас, если сделаем вместе. У мамы какая-то белая, у меня, видишь, какая черная. И у мамы мелкая, у меня, видишь, какая крупная. У нас с мамой пол ведерочка. На, вот тебе пустое ведро. Будем соединять или чистое, пусть чистое будет? Там у Полины-то не чистое снизу. Ну, короче, даже ведра не набрали. Почти ведро, да? Ну, так давай проверим. Тут ягоды не сыпятся, дырка. Наоборот, пересыпайте. А, да, дырка тут же. В принципе, короче. не сыпется, наверное? Да не. Сейчас пока попересыпаем, весь сок выйдет. Ну вот, грубо говоря, листья берем, пол ведра будет. Даже ведро нет. Тогда мы сколько с тобой вдвоем, да, столько собирали? Прошлый год-то. Ну да, но у нас времени было больше. Времени, а сейчас времени меньше. Ну все, выдвигаемся к лодке. Немножко пособирали витаминчиков. Несколько пакетиков заморозим и то вперед. Одни налево, другие направо, одни домой. Ну а я скоро буду мочить блесна. Буду рыбачить. Поеду к Ромке, гляну, как дела там у них. Сидят без хлеба, забыли хлебушек. Не знаю. Сходить съездить, может, за хлебом или... Паль, завтра тоже мы едем, да? Завтра мы с утра едем. В Якшу едем, да. Ну тогда сегодня рыбалки с ночевкой не получится. Вечерок порыбачу. И все. Домой. Завтра надо ехать в Якшу. Встречаемся на реке. Ну вот, ягодная команда ушла на берег. Ягодная команда скоро поедет. Ну а мы попробуем продолжать сегодняшний наш поход. И будем рыбачить. Начнем здесь, потому что как только причалил, был один заброс, был сход. Не пойму кого, потому что что-то было крупное. И потом сразу же клюнул окушок. Я его закинул. Так что мы теперь покидаем здесь. Ну а потом поедем ниже. Отталкивается? Не отталкивайся, я сам потом отъеду. Все, давай, Романыч, пока. Завтра увидимся. Сейчас вот смотрим здесь. Походу здесь окушок стоит. Здесь вот такая вот протока. Печора выходит. Там вот сразу поклевка. Ром, окушочек. Окунь клюет. Я тоже остался, да. Оставайся, чё? Окунь клюет. Не крупный, но
И такой за радость после того бесклевья, что было. Я уже рад каждой поклевке. Белый меня встречает, а рыбы нету. Как я ему в глаза смотреть буду? Так что сегодня берем все. И кот сегодня, если поклюет, накушается, думаю, до отвала. А это он у меня умеет. Рыбачу на резинку. Потому что здесь кусты, трава. И глубоко стараюсь не заглублять, чтобы не было зацепов. Опа, это что? Вот, даже резинка, которая не очень-то тяжелая, цепляет траву. Тяжелый блесной. Здесь проводка практически невозможна. Потому что воды еще очень и очень много. Так, буквально сейчас закину еще пару раз. Вдоль кустов сделаю проводочку. И пойду самосплавом по протоке. Вот это протока, а вот это получается остров. Это получается остров. Длинный, длиннющий. Больше 2 километров, наверное, он. Там даже сенокосные луга. Все такое раньше было. Сейчас все это, конечно, заросло уже. Раньше здесь в советские времена. Здесь находился летний лагерь. Коровы жили, не отходя от кассы. Даже домой в деревню не ездили. Здесь была у них своя электростанция, доили коров. А молоко отвозили тракторами в деревню. Там перерабатывали на сметану. И потом уже готовую сметанку везли в райцентр. Или там куда-то там еще. Все процветало. Было более 200 голов крупнорогатого скота. То есть коров. Еще столько же быков было. Все было. И здесь я, если честно, не рыбачил уже лет 30, наверное. Просто когда у меня отец работал, здесь пастухом он работал в этом летнем лагере. Я, наверное, в классе 6-7 был, помню. Обяжка 30 у нас был. И вот здесь я прямо ловил окушков. Катался по этой протоке вверх-вниз. Далеко на речку не выходил. Он не разрешал. А здесь по месту я набирал опыт. Езды на моторе. Нету, смотри. Нету поклевок. Рано радовались. Так что будем сплавляться по протоке и кидать спиннинг. Ну, по крайней мере, хоть немножко. Если нет, так прямым ходом ниже поедем. На Печору. Так, вот тут вот тиховод. Небольшая окурьюшка. И только что я выдернул отсюда окуня. Небольшого окушка на резину. О! Так, нет, это скорее всего был зацеп. Ну ладно. Опа, нет, вот, не ладно. Опа! Вот он окушочек. Хотел сказать уже, ну ладно. Но он клюнул, мой хороший. Клюнул мой хороший окушочек. Вот еще поклевка. Отлично. Как я рад, как я рад, как я рад, когда есть поклевки. Я просто балдею от них. Опа. Это что? А это зацеп. Трава. Я говорю, здесь никак проводить тяжелые блесна. Кругом трава. Только по поверхности вот ведешь. И окушки, кто успевает, тот хапает. Оп, была поклевка. О, была поклевка. Была поклевка. О, вот он. Они здесь есть. Только хапают за резину. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Вот и решил остановиться еще здесь. Здесь раньше у отца был участок вот там вот на лугу.
И во время сенокоса мы здесь неплохо ловили окуня. Такой хороший окунь. Как мы видим сейчас, этот участок тоже косит вот лошадью, конной косилкой человек. Это частники, все совхозно, здесь уже ничего не осталось. Прямо вот здесь, вот чуть ниже, где лодка стоит, мы ловили здесь окуня. Только почему-то я думал, что меня будет сносить, а меня не сносит. Конная косилка. Без всякого механизма. Нет, механизм-то, конечно, есть. За счет вращения колес. Вот так вот. Ножи ходят друг об друга. И получается как постригальная машинка парикмахерской. Опа! Также и здесь. Так. Вот это то место, где я лет 30 назад ловил окуня. Здесь, короче, глубокая бровка сразу, а там песчаная отмель. Летом это все пересыхает, но когда вода большая, здесь клевали неплохие горбачи. А зимой здесь почему-то рыба не клюет. Сколько не пробовал, несколько ершей и все. Нет, что-то клюнуло. Вот такой вот окунь. Значит, окушки здесь плавают. Так, еще немножко переехали. Хочу вам показать, здесь вытекает, да, здесь река Кедровка. Кристально прозрачно чистая река Кедровка, харюзовая. На этой речке водится харюз. И раньше здесь стоял палаточный городок 2-й бригады. У 5-го отделения совхоза Приуральска было 2 бригады. 1-я бригада находилась на том берегу Печоры. 2-я бригада, палаточный городок, стоял вот прямо здесь, в устье реки Кедровка. Жили в палатках, жили весело, днем работали. Лично я возил копны сена на лошади, которые постарше там сено стоговали. У всех была своя работа. Кто-то косил, кто-то сгребал, кто-то стоговал. И мы в школе получали за это деньги. По тем советским временам деньги были приличные. Что-то мы около 100 рублей, наверное, зарабатывали за сезон. Для нас было это очень большие деньги. И вообще классно было здесь жить. Мы ходили на рыбалку здесь по речке харюза ловили, ходили на озера ловили окуня. Классно было. Время пролетало незаметно. Ели консервы в масляных таких солидоловых банках. Грели их прямо на костре. Одно мясо там было. Сейчас, конечно, это все по-другому. Все заросло вот кустами. Этих кустов в те года вообще не было. Эти были совсем малюсенькие. Вырос целый лес. Тут все было открыто, просторно. Было классно. Так, ну что, попробовали, поклевок не увидели. Поехали дальше. Сейчас все изменилось. Почему-то стало харюса меньше на этой реке. Харюс стал размерами меньше. Раньше здесь даже острогой кололи. До таких размеров вырастал харюс. Выборочно.
Крупных кололи, мелких оставляли. Сейчас здесь крупный хариус, это редкость. Вот мы выехали с Кедровки, выехали с протоки на Печору. Решил покидать в устье, здесь вот такая заводюшка. Вот сейчас вот только один за одним вытащил вот таких вот двух красивых окушков. Так что покидаем здесь, кидаю на резину, так как опять же снизу трава, кусты, даже резина, как бы надо резину крутить быстро, чтобы была верхняя проводка. Тяжелая блесна здесь вообще проводить пока никак, так как, повторюсь, там, где я сейчас рыбачу, должен быть берег. Река, берега еще пока не вошла. Оп, вот он, вот он, вот он, вот он, оп он. Вот так вот накинулся почти возле лодки уже. Катушку почти всю вымотал, и он прямо здесь ударил. Так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Нет, на этот раз не хочет. Окунь здесь есть. Если получится, если я буду в этих краях на первый лед, обязательно попробуем. Здесь Печора, когда еще открыта, здесь она уже стоит вдоль берега. И бывает неплохо клюет окушки, а то и хорюски. Ну вот, еще поклевка. Окушок. Вот такой вот окунь. Стандартный. Крупных нет, но он такой средненький. Нормально. Зато клюет. Зато клюет. Вон сколько травы здесь видно. И он, видать, вот еще. Опа, ушел. И он, видать, в этой траве стоит окунь. Здесь должен быть, по идее, язь, но язь что-то он не берет. Ну и ладно. Мы окуня половим. Вот он. Вот он, мой хороший. Штук десяток уже надергали. Я доволен. Я получаю огромное удовольствие от такой рыбалки. Вот была поклевка. Я уже с этими дождями и с этим поднятием воды уже соскучился по такой рыбалке. Так что довольствуюсь даже этими окушками. Вот опять поклевка. Хорошенький. Вполне приличный окунь. Раскидываю веером, так обкидываю все, чтобы обловить всю территорию.